Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана стабильная. С местными жителями проводятся разъяснительные работы. В Бишкеке проходит совещание президента Сооронбая Жээнбекова с руководителями загранучреждений Кыргызстана. И 6 золотых медалей завоевали кыргызстанцы на международном турнире по спортивным бальным танцам. Об этих и других событиях в ближайшие 10 минут в студии работает Джубека Парбекова. Здравствуйте. Вице-премьер-министр Джейниш Разаков выехал на место конфликта на кыргызско-таджикской границе. В настоящее время ситуация стабильная. Руководство МИД двух стран провело переговоры. Ранее сообщалось, что 13 марта в 15:30 в местности Куджогар произошел конфликт между жителями села Аксай-Баткенского района и села Мехнатабад Таджикистана. Около 200 жителей приграничных сел собрались на границе и после словесной перепалки начали забрасывать друг друга камнями. На место прибыли кыргызские и таджикские пограничники, которым удалось локализовать конфликт. Причиной же конфликта стали работы на объездной дороге Аксай-Тамдык в Баткенском районе. Тем временем кыргызстанцу, который был ранен в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе, провели операцию. Об этом сообщили в областной больнице. Согласно информации, 31-летний местный житель был госпитализирован в хирургическое отделение. Пуля попала в ребро слева. Состояние мужчины стабильно тяжелое. В госрезиденции Ала-Арча проходит совещание президента Сооронбая Жээнбекова с руководителями загранучреждений Кыргызстана. На встрече присутствуют также главы государственных органов. Встреча с дипломатами была организована МИДом по поручению президента. На совещании будут поставлены задачи для Министерства иностранных дел и загранучреждений. Кроме этого, планируется встреча со спикером и премьером. Как отметил глава МИДа Чингиз Айдарбеков, с каждым государством будут развиваться отношения с учетом интересов нашей страны. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Цель конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства. Кыргызстан присоединился к конвенции в 2011 году в рамках работы 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования. Столичные власти готовятся к празднованию Ноуруза. По словам начальника управления культуры Урмата Белекбаева, гуляния охватят весь город. В планах муниципалитета оформление площади Алатом. Также будут празднично украшенные арки здания Ильбирса. На центральных улицах разместят более 15 поздравительных щитов и кронштейнов. Названа предварительная дата начала священного месяца Рамазан. Как сообщили в Духовном управлении мусульман, начало поста в этом году предположительно выпадает на 5 или 6 мая. Завершится мусульманский пост в начале июня. Точную дату муфтият объявит после наблюдения за Луной. В стране постепенно возвращают приватизированные социальные объекты. Так, в городе Каракуль в советские годы было построено 9 детских садов. Из них 5 были приватизированы, но властям удается их возвратить государству. Диана Мамекова продолжит тему. Как известно, сегодня практически во всех селах ощущается нехватка социальных учреждений. Это и объекты здравоохранения, культуры, образования. По данным Минобразования, в начале 90-х годов в стране только детских садов насчитывалось 1696. К 2010 году в результате продажи и приватизации осталось 691 дошкольное учреждение. Это коснулось и жителей города-энергетиков. У нас нехватка детских садов. Из-за этого одному родителю в семье приходится за ними смотреть. Таких семей в нашем городе много. Работали бы все объекты, которые у нас есть, мы бы устроились на работу. Воспитание в дошкольном учреждении намного отличается от домашнего. Дети в садиках вовлекаются в социум. У них кругозор совсем иной, поэтому нам нужны детские сады.
В Каракуле всего было построено 9 объектов дошкольного учреждения. 5 из них были приватизированы. Но сегодня ситуация меняется. Уже 3 детских сада возвращены государству. Вот один из них. Здесь сейчас идет ремонт. К осени он откроет двери для 250 детишек. На сегодняшний день сейчас идут там ремонт детского сада. И ближайшие дни, ближайший месяц прокуратура как орган, надзор органа, они первые сделали свой шаг и освободили на сегодняшний день детский садик. А занимала это место раньше местная прокуратура. Сейчас представителям Фемиды за счет местного бюджета построили новое здание со всеми условиями. Каждый сотрудник имеет свой кабинет. Каждому сотруднику обеспечение очень хорошее. Кроме этого, могу сказать дополнительно то, что рядом с рабочей зоной там есть служебная квартира, но на данный момент она еще не закончена. Но в скором времени начнутся строительные работы. Завод по выпуску алкоголя, военная часть, судебный орган, налоговая служба. Все они занимают или занимали здание детского сада. Сейчас мэрия работает над тем, чтобы вернуть все на круги своя. Детский садик, колокольчик на сегодняшний день постановлением Горкеңеша, мое обращение правительству, органы и старый детский садик был до сегодняшнего дня использован как алкогольный спиртзавод. И постановлением Горкеңеша мы на сегодняшний день вернули местный бюджет, этот садик. Мы хотим там построить новый садик, да, потому что старый садик, где там расположен, он уже в плачевном состоянии. Да? А возвращенные объекты необходимо ремонтировать, поэтому мэрия ищет инвесторов. Диана Мамекова, Тимур Садагалиев, Алато, 24. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.